Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Апошнія падзеі ў краіне зачапілі нават тых людзей, якія заўсёды трымаліся як мага далей ад палітыкі. Але гэтым разам вядомыя спартоўцы далучыліся да пратэстаў, нягледзячы на пагрозу страты працы альбо немагчымасці далей выступаць, да прыкладу, за нацыянальную зборную. Што стала той кропляй, якая прымусіла спартсменаў выявіць сваю грамадзянскую пазіцыю і як гэта ім адгукнулася. Пра гэта мы сёння пагаворым з маёй госцяй. А гэта у нас майстар спорту по трыатлоне і плаванні, срэбны прызёр фіналу Кубка краін Балты і сябра зборнай каманды Беларусі по трыатлоне Валентина Зелянкевич. Добрый день, Валентина. Добрый день, Дмитрий. Валентина, давайте вось з гэтага самага пачатку і пачнем. А вы раней ввогуле палітыкай цікавіліся, думалі, за каго мне прагаласаваць, ці пайсці мне на плошчу 2010 ці не, ввогуле была цікавасць нейкая да грамадскага жыцця? Начнем с того, что в 2010-м я была еще слишком юной, чтобы выходить на площадь. Это я образно сказал, конечно. Да, конечно же, политикой, да, не интересовалась, то есть я понимала, что я в чем я не понимаю, в то я стараюсь не лезть. То есть, но все мы сейчас прекрасно понимаем, что это уже давно не про политику, то есть это уже про какие-то нормы морали, про совесть, про честь и просто про человечность, про человеческое отношение людей к людям. И то есть, конечно же, моя такая оппозиционность случилась, потому что глядя на все то, что происходит на улицах, я не смогла держаться, и, естественно, я вышла на площадь, вышла на митинг, и как бы в протест вышла, потому что не выйти, это как автоматически для меня лично в понимании поддержать то беззаконие, которое как бы сейчас устраивает власть. То есть автоматически поддерживать все то, что сейчас происходит, для меня это противоречит моим каким-то человеческим качествам. Валентина, давайте до сённяшняга дня мы крыху пазней. Я все ж таки историю. Вы кажете, апалітычнасць моя здарылася. Скажем, сёлетняя выбарчая кампанія, яна цікава тым, што вельмі шмат людзей, якія ніколі раней палітыкай не цікавіліся, раптам вырашылі: пойду-ка я и паспрабую. Такое адчуванне, што гэтым разам у нас атрымаецца змяніць. І пайшлі людзі у ініцыятыўныя групы да Цапкалы, да Бабарыкі, да Ціхановскай, раптам айцішнікі розныя, яшчэ людзі, якія сядзелі жылі сваім жыццём. І ўсё. У вас такое было? Ці калі вы зацікавіліся, скажем, ввогуле гэтай выбарчай кампаніі? Была нейкая цікавасць? Мне было интересно наблюдать. Я считаю, что люди так поступили, как вы сейчас описываете, в связи с тем, что просто действительно люди устали, люди уже изнеможены, истощены, и они уже готовы. То есть каждый пытается сейчас приложить максимум усилий, кто чем может помочь, чтобы что-то сдвинуть, чтобы лед тронулся. Потому что, как говорится, 26 много, а 5 еще больше. И действительно люди уже всеми силами попытались сделать хоть что-то, чтобы хоть что-то изменилось. Здесь мы уже знаем, как, что, и захотели просто перемен. Конечно же, возможно, не будет супер как-то лучше, возможно, будет хуже, но мы попробовали хотя бы что-то изменить. Вы пошли, записались в некую инициативную группу? Нет, я не записывалась лично, да. Но я же говорю, мне было интересно наблюдать, что то все-таки... Вы так с цікавостью, да? Конечно, мне это интересно, да, действительно. И если люди хотят перемен, то есть я думаю, что мы должны этого добиться и все-таки добьемся. Потому что действительно я за перемены, я за изменения, пускай будет хуже, где-то что-то лучше, но дело в том, что не нужно бояться этого, новизны какой-то и перемен. Здесь мы уже
все знаем. Хочется нового. Ну добра, вот вы з цікавасцю глядзелі за гэтай выбарчай кампаніяй, але што стала той кропкай, калі вы сказалі, ну все, зараз просто вот сядзець і глядзець я не магу, вот я павінна устаць і пайсці нешта Да, рабіць. да, как вот я уже что? сказала, это уже давно не про политику, это уже про людей, про насилие, как бы над ними. Ну, то есть я так разумею, вот 9 число, 9 жніўня, вы там Да. сядзіце там дома, там прыйшлі з трэніроўкі, Да. ну да, адкрылі там, скажем, які-нибудь Facebook, дай-ка пагляжу, як там і... Да, подозревала, что будут какие-то протесты, будут митинги, что-то будет, но не ожидала, что будет это все так настолько. То есть потрясение было, скажем так, слишком сильным, и у меня в голове не укладывалось, ведь это наш город, наша страна, как же так? То есть исторически сложилось, что мы были такими померкованными, как говорится, но действительно нас так воспитывали, мы так росли, но сейчас то, что начало происходить, это очень сильное, скажем так, впечатление и потрясение произвело. И, естественно, я не смогла. Я, да, держалась, я понимала, что у меня как у спортсмена есть какие-то определенные, скажем так, вещи, которые я должна придерживаться, но не смогла. И, как я уже говорила, что я готова отказаться от всего, от там, сборной, от еще чего-то, от зарплат, контрактов, но для меня в приоритете сохранить человечность и сохранить себя. То есть вот в первую очередь себя. Вот, не выйти, не выразить, просидеть, это для меня наступить вот себе на горло. То есть сидеть, делать вид, что ничего не происходит, и разберутся без меня, вообще не могу. Вот, внутреннее противоречие мне мешает. Не сдержалась, не смогла. Конечно же, получила. Ну, про атрымала давайте таксама крыху пазней, просто вот сама эвалюцыя дастаткова цікава. Вот вы сказали про вот як спортсмен у мяне там былі там мне вот просто цікава, я ведаю, что калі людзі ідуць уладкоўвацца на дзяржаўнае там нейкую там тэлебачанне, да прыкладу, там ці яшчэ ў нейкія такія дзяржаўныя структуры, ёсць там нібыта нейкая такая карпаратыўная, я не ведаю, что там палітыка там ці рэдакцыйная палітыка, і ты подписывайся, что вот я тут абавязуюся падтрымліваць дзеючую ўладу і супраць нічога не пісаць нават у сацыяльных сетках. У вас что, таксама такое нешта ёсць? Ну, такое вот негласное. Конечно же, мол, ты спортсмен, тебя поддерживает государство, тебе государство все дало. Якобы, если ты не за действующую власть, не за государство, ну, немножко, конечно, путаются понятия у людей, которые это говорят, мол, не хочешь действующей власти и нашего этого государства, как оно есть сейчас, тебе здесь не место. То есть... За что боролась, не любишь на то... Лукашенко, значит, да, не любишь на Беларусь. то и наборолась. Конечно, напоролась, да, соответственно. Это странно, очень странно, но вот люди, у них вот такое. Так информация преподносится. Наколькі я зразумеў з вот ваших допісаў у Фейсбуку, нават вот до моманту, калі вот вы для сябе вырашалі, там, скажем, что я выйду на улицу, вас спрабавалі отговорить от этого вот опрометчивого поступка? Скажем так, я выложила в своих соцсетях первую фотографию, первый пост 12 числа. Выразила, то есть, как бы, то, что я потрясена тем, что происходит, и, скажем так, я нахожусь в таком неведении, страхе за то, что будет дальше. Да, после этого, конечно же, поступило сразу такое предупреждение, и вот зашифрованное вот таким беспокойством обо мне, мол, попрошу не выходить, попрошу беречь себя, попрошу соблюдать режим. То есть, надеюсь, ты этого не делаешь. Я сказала все, ну, мол, беспредел, попадешься там где-то в неприятную ситуацию, посиди дома. Я сказала, спасибо за беспокойство, учту. Вот, но выходила все-таки в цепки, то есть женские вот эти вот в знак солидарности, то есть, конечно же, поддерживала, но не афишировала. То есть была, но не давала как бы такую огласку в своем Инстаграм. Анонимно присутствовала. Да. То есть я понимала, что как бы нельзя, да, но я не могу этого не делать вообще. Я могу не показывать, но не делать не могу. Да, но уже публично я заявила свою позицию принципиальную уже 23-го, наверное, числа. Я выложила опять-таки фотографию на площади с флагом. Я, мое лицо, флаг, площадь, и, соответственно, это уже вызвало такое возмущение, скажем так.
была вызвана на разговор. Почему так произошло? Попросили объяснить, чем мне так дорог флаг, почему я там и за что я борюсь. А вот вы, дарэчы, можете мне патлумачыць, я-то заўсёды бел-чырвона-белы сцяг для мяне быў как бы святое, ну, можа быть, я як там у Ильфа и Петрова в «Золотом теленке» я человек раньшего времени, да. А вот для вас, человека, які вырас в прынцыпе под чырвона-зялёным сцягам, які под гэтым сцягам узыходзіў на прызёрскія да, вот все это вот так, и вот раптам вот да. Что вас подштурхнуло? Да, я как бы действительно выходила, я не отказываюсь от красно-зеленого флага. Дело в том, что когда я беру в руки красно-белый флаг, тем самым я выражаю протест против вот как бы действующей власти. Но не против, как бы, мне не важно, какого цвета будет флаг. Я борюсь за перемены, за справедливость, за правду, за честность, чтобы... Чего хотят люди? То есть дайте нам проголосовать еще раз, дайте нам честно... Перестаньте как бы насиловать людей на улицах. То есть я действительно выросла под зелено-красно-белым, зелено-красному Ну, флаге. калі верыць Цеслеру, то ёсць і такі сцяг. Бело-червоно-зелёно-белый. Есть, конечно. Вот люди как раз-таки про то, что я и сказала, им все равно, какой будет флаг. То есть они выражают протест. Всеобщие люди сейчас объединились, они просто выражают протест. И я такой, да, человек нового времени, да, выросла под этим флагом, и тут уже идет борьба вот этого вот старого какого-то поколения взглядов с новыми, то есть вот это добра, зла, то есть уже, да, люди с такого старого времени никогда не поймут нас, молодых, и не поймут, чего мы хотим, чего добиваемся. Ведь все так хорошо, зона комфорта как бы есть. Пускай и не очень хорошая, стабильно, да. Боятся люди перемен. Вот я не боюсь перемен, я за перемены. Какие бы они ни были, каким бы там, что бы ни ожидало нас за поворотом, но лучше попробовать узнать, что же там посмотреть, и уже потом действовать по ситуации, чем не попробовать, не сделать. То есть остаться вот на месте сидеть. Я за движение, все-таки за движение вперед. А там уже будем действовать с тем, что мы имеем, там, где мы есть. Но пробовать стоит, нужно рисковать, нужно. Вот. Вось вы сказали, что по вялікаму-то рахунку бел-чырвона-белы сцяг для вас просто як сімвал пратэсту супраць таго, што адбываецца ў краіне, але ну как бы вот не вельмі важно там в принципе сама символика. Надо вспомнить, с чего же все начиналось. Беларусь была под этим флагом, то есть пришла власть и поменяла этот флаг. По сути, ничего нет криминального в данном флаге, то есть с него все и начиналось. Что там, исторические какие-то события, но это уже, там есть свои нюансы, есть свои моменты. Но ведь мы начинали с этого флага, это был наш флаг. А вот для моладзі, да якой вы і адносіцеся, незалежнасць Беларусі, гэта што? Ну, то есть, гэта святое, ці вот как бы, ну, а можно и, скажем так, стать часткой России, до прикладу? Нет, конечно же, всеми силами сейчас, да, вот каждый по капельке, но мы, да, собираем по капельке, мы хотим все-таки, чтобы наши силы объединились, чтобы мы отстояли все-таки свою страну. Она была независимой, не под кем-то, там, не под Россией, не под еще какой-то страной. Мы, наша страна, она, скажем так, отдельно, она настоящая страна, она не какая там Беларусь, не Россия, как многие путают за границей. Беларусь — это мы, наша страна, и, то есть независимая значит быть вот не под кем-то. У нас там свой, да, свой флаг, свой там герб, гимн. И то есть это важно, чтобы мы по-прежнему были независимой страной. То есть чтобы мы все-таки не сломались под каким-то давлением, под какими-то там ситуациями сложными. Мы все-таки остались. И вот выдатныя словы, гэта вот як адказ у мяне буквально перад вот вашим прыходам сюды быў эфир с таким вядомым расійскім палітычным аналітыкам Александром Сытиным, які сказаў, что ўсё гэта, што адбываецца тут у вас, это гульня рука Кремля, и вот не падабаецца вам Лукашенко, будете жить при Путине. Я ему сказал, что ну народ будет супраць. Не согласна, да, конечно же, народ будет против. Мы сильные, мы
как действительно сейчас говорят, не знали друг друга до этого лета. Сейчас мы вышли, мы друг друга увидели, мы поняли, какие мы сильные, какие мы креативные, мы, то есть, настоящие, мы мужественные, то есть никто не должен оставаться в стороне. Мы это делаем, и я призываю каждого, то есть все-таки присоединиться к тому, чтобы вот не быть наблюдателем, не оставаться в стороне. Ведь каждый человек важен, каждый там, пускай не выходить там где-то на площади, да, там, ну, как-то вот нужно все-таки объединять силы, потому что буквально вот не хватит вот пару этих человек, которые наблюдают с балконов, чтобы все-таки перемочь, как сейчас вот говорится, нам для победы не хватает тебя, именно вот тебя, каждого, кто сейчас слушает. И я бы, да, призвала людей не сдаваться, не опускать руки раньше времени, все-таки бороться до последнего. Как я, как спортсмен, прекрасно понимаю, психологически бывает очень тяжело, но важно, то есть помнить, ради чего мы это начали, зачем мы это затеяли все, и все-таки не сдаваться. Это все, главное, верить. Вот именно вера, она всегда помогает, что все получится. Глядзіце, Валентина, вы спачатку выйшлі на вулічную акцыю інкогніта, спадзяючыся, што ну вот с аднаго боку я вот і сваю грамадзянскую пазіцыю выяўлю, бо ну не магу маўчаць, з другого боку, ну а раптам не заўважыць, а раптам вот пранясе, але потым вот взяли сцяг у руки, зрабілі фото і выклалі. Вы ведалі, в прынцыпе, прачувалі, чым это скончыцца? Да, я никогда, то есть у меня не было такого, я не занимаю такую серую сторону, я выбираю либо белую, либо черную, то есть я не где-то между, у меня позиция конкретная, и то есть не было таких мыслей, что вот я вот выйду, а вроде как придраться будет не к чему, то есть фактов нет, фотографий нет, то есть об этом не думала. Выкладывая фотографию, выкладывая пост, заявляя свои позиции, так скажем, при всех, то есть я понимала, что меня, возможно, будет ждать, понимала все риски, на которые я иду, понимала, что будет разговор, что будут вопросы, что это не понравится, неподчинение, всегда не нравится. Я это знаю не понаслышке, я всегда была таким борцом за правду, за справедливость, много раз за это получала, но мой вот этот внутренний человек был всегда спокоен, совесть была спокойна. Вот. И то же самое сейчас. Я знала, я ожидала, но не думала, что так резко случится. Все вот. Без предупредительного воздух стреляли в упор. Вот. То есть мы зараз говорим про то, что вам просто написали, раз ты такая, то да. разыходимся. Конечно, то есть последующие вот эти сообщения, мол, предупредительные, я там надеюсь, вы не выходите на площадя, это уже были после того, как я все-таки выложила фотографию. И да, действительно, раз я такая, раз я вышла с флагом, раз он для меня так дорог, то расходимся. Вот это дословно. Гэта быў, я так разумею, вот кіраўнік ці галоўны трэнер таго клуба, дзе вы працуеце трэнерам. Да, я в клубе была тренером по плаванию и, соответственно, была спортсменкой клуба. Вот, соответственно, моя позиция, мои взгляды не сошлись с взглядами моего тренера, соответственно, руководителя, то есть работодателя, скажем так. И для него было, я его начала подставлять этими политическими заявлениями, стала мешать, решили избавиться. То есть, дабы сохранить свою должность, свой авторитет, лучше пожертвовать чьей-то судьбой, молодая, перспективная, все у нее будет. То есть, а мне важно сохранить должность. Я принимаю, не поддерживаю, не уважаю решение, но принимаю достойно, с высоко поднятой головой, понимаю, что открываются для меня новые горизонты, я не пропаду, то есть все будет хорошо. Значит, должно было так случиться. Значит, мне с этими людьми не по пути. Но я не поменяла отношение к тренеру, то есть он по-прежнему для меня Тренера бывшие не бывают. Я его по-прежнему люблю как своего тренера. Он мне много отдал, действительно. Я его уважаю при всем при том, что сейчас происходит. Ну, атрымліваецца ж, это ён вам здрадзіў. Вот вы ж фактычна яго выхаванка, да. Яго частка яго жыцця. Да, он всегда был для меня. Дзеля там свайго нейкага спакою сказаў: до свидания. Да, он всегда был для меня авторитетом, я на него равнялась, я в чем-то хотела быть как он, я действительно
он был для меня дорогим, таким близким человеком. И он не просто был для меня тренером, он научил меня кататься на велосипеде. То есть меня в детстве этому не научили, он научил, и поэтому... да, я понимаю его, я могу понять, я понимаю, что у него налажены связи, налажена как бы карьера какая-то, должность какая-то у него имеется высокая. И лучше вот как бы он так решил, что девушка молодая, она себя найдет. А если же он сейчас будет как бы так вот, я своим политическим зрением подставила его, если на него сейчас как бы надавит, у него он все потеряет. Но он самое главное упустил, что потерял-то он сейчас совесть, честь, достоинство. Для кого что в приоритете, для меня это. Вот. Конечно же, я не буду плеваться в лицо и там бросаться кулаками на своего тренера. Нет, я также буду здороваться, если мы будем видеться. Ничего не будет меняться. Мне вот, в прынцыпе, незразумелая логіка. Чалавек выказаў сваю грамадзянскую пазіцыю. Ах так, ты тут что-то супраць там ідэалогіі ўлады, хаця там я пра ідэалогію беларускай улады нешта так і не магу зразумець, якая яна, але тым не менш, вы тут супраць там дзеючай улады. Ідзіце. І гэта вот раз там дэкан нейкага там ці рэктар нейкага універсітэта, акадэмік, скажем, нейкага цэнтра кардыалогіі. Так лёгка людзі расстаюцца, спартсмены, чэмпіёны. Ах, не подобается, да. Ну, значит, ты не будешь в сборной. Мне дословно вот так сказали, вот легко. Мне дословно сказали, что если тебя не устраивает действующая власть и то, что она тебе дала, то есть если ты готова сейчас от всего того, что она тебе дала, отказаться, и если ты уверена, что новой власти ты будешь нужна, новому государству, за которое ты борешься, ты будешь нужна, тебе за это будут платить заработную плату, и такую высокую вот... в сравнении как бы с твоими результатами, какая она есть сейчас, если ты уверена в этом, то как бы вот продолжай свои действия, вот, но если ты не поддерживаешь, то тебе здесь делать нечего, из госучреждений мы тебя убираем, то есть вот мне сказали так, пожалуйста, напишите по-собственному, если нет, то будешь отчислена, уволена как неперспективный спортсмен. Собственно, резко стала неперспективной. Да, тут выйгравала ўсё і была перспектыўная, але вот як да. Толькі ўзняла чырвона-белы сцяг, такі перспектывы ўсе прапалі. Але так вот, і получилось. Якія, дарэчы, Артём Титов пытается, по вашему меркаванню, чаму іншыя спортсмены не выказывают свою позицию, у чым их страх? Да, у нас даже в клубе есть любительский клуб, у нас сам тристайл, он у нас любительский по триатлону. Есть профессиональный состав, вот я была в нем. Соответственно, там в основном парни. Я спросила у тренера, а как же парни? То есть они что-то репостят, какие-то записи, какие-то лайки, что-то, да, есть. А как же вот они? Почему их не отчисляют, не увольняют? Почему я? Мне ответили... А не было такого, что вот их лицо, вот их флаг, и им просто деваться некуда. Я говорю, как же так? А мне сказали, что ты девушка, молодая, красивая, найдешь себе мужа, все у тебя будет хорошо. Я не поняла этого, ведь что мне мешало находить мужа, занимаясь триатлоном, находясь в сборной, работая. Ведь я говорю, мы с вами тренер про спорт, про триатлон. Почему это становится между вами? Я уважаю, то есть принимаю ваш, там, то, что вы голосовали за действующую власть, принимайте мой выбор. Как же так? Почему мы прощаемся? Почему отказываетесь? Ведь от меня отказались не только как от работника, но и как от спортсмена. Теперь у меня нет тренера. И моя профессиональная деятельность сейчас стоит под угрозой. И мне сказали четко, в сборной на следующий год ты не будешь. Из Республиканского центра олимпийской подготовки ты будешь отчислена. Пиши по собственному. Ну, работы я лишилась, трудовая у меня на руках. С клубом 300 также попрощалась. Я там больше не нужна. Вот. Елена Буйніцкая, Валентина, дзякуй. Вы все верно кажете, правильно, трэба спрабаваць змяняць жыццё. Светлая голова разумница. Вельмі шмат таких каментароў. Ну і все ж таки будучае, вот якім яно вам бачыцца? Да, меня сейчас очень многие люди поддерживают, но это только одна сторона медали. Конечно же, есть и другая сторона.
давление оказывается. Для меня будущее, вот мне самое главное, чтобы не ущемлялись мои права, не нарушался там трудовой кодекс, если я где-то буду работать, чтобы я не боялась быть собой, чувствовала, что меня ничто не сдерживает, то есть нигде не ущемляют. Я спокойно дышала, ровно, не боясь что-то где-то написать в каком-то там своем инстаграме. Я не хочу бояться, я не хочу прятаться. Я хочу быть открытым, честным, свободным человеком. И пока что у нас этого нет. Но я борюсь, чтобы это... Я показываю на своем примере, что вот оно есть, вот оно вот так. Я принимаю этот удар на себя, чтобы показать другим, что оно действительно есть, и это не какие-то там выдумки, сказки. Я борюсь, чтобы это изменилось именно у нас в стране. Конечно, можно уехать в другие страны, да, но у нас должно измениться. То есть поэтому я даю огласку происходящему, чтобы это поменялось, чтобы об этом знали. Надежда Никитич, ну, магчыма, вы знаёмыя, таму што яна звяртаецца на ты. Да. Ты ўсё правільна зрабіла, у цябе ўсё будзе добра. Дай Бог табе самага лепшага і добрага, што ёсць на зямлі. Дзякуй табе, што не пераабуваешся на хаду за чыстую душу твою. Да, ну, не собираюсь. Басил ВП, не ведаю, хто это, так адразу і напісал: «Женюсь». Вау. Да. Басил, вы сапраўдны здымак скіньце, а то вот той, што стаіць, как-то нас не вельмі уражвае, хотя вот Базыля падтрымліваюць. Валянціна, моя павага. Олег Моисеев, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Норвегия, Украина с задовольнением возьмут вас у свои спортовые шераги. Але вось ці готовые вы взять, там, скажем, собрать спортовую сумку свою и поехать куда-нибудь в иншую краину? На самом деле думала об этом, думала с разных сторон. Конечно же, если я понимаю, если я даю себе отчет, что здесь у меня не будет, то действительно сейчас создаются условия, когда людям просто не дают спокойно развиваться, спокойно жить, заниматься спортом, выступать за сборную. Всех выгоняют, все уезжают. Что людям еще делать? Они хотят жить, они хотят заниматься тем, чем они занимались здесь до вот происходящего. И я думала об этом, а вот не будет ли как бы такой вот измены, если я вот уеду? С одной стороны, да, я люблю Беларусь, люблю свою страну, я действительно, я воспитывалась так, я в спорте с самого детства, я плакала, да, на пьедестале, я с малых лет вот за Беларусь, вот эта форма, этот флаг, этот гимн, он уже, как я, пропитана этим, и, конечно же, мне до глубины души сейчас больно и обидно, что так сейчас происходит, но если мне придется уехать, если мне поступят какие-то предложения, которые будут для меня оптимальны, то я готова, как я уже сказала, я готова рисковать, я не боюсь перемен, и я рассмотрю их, конечно же, с удовольствием, потому что это здорово, что все-таки находятся люди, готовы поддержать, помочь и как-то устроить какие-то другие клубы. Но я все-таки до последнего буду надеяться, бороться, что все-таки у нас что-то изменится в стране, но пока что я не смогу тут заниматься своим видом спорта. У нас тут все уже, дороги мне перекрыты. Анна Журавкова, таксама, відаць, ваша знаёмая, займаліся плаваннем разам у Саўченка Александра Александровича. Да. Ты крутая. Ну, а зараз вот мой знаёмы піша. Дима Станюта, дарэчы, бацька Меліціны Станюты. Шмат хто са спартовых функцыянераў зараз у асяроддзі ябацік. Кіраўніцтва клубаў, спартыўных устаноў. Рэжым выцягнуў гэтых пасрэдных людзей з іх аграгарадкоў, даў пасады і зарплаты ў Мінску. Пры іншай уладзе такія людзі не ўзняліся б нават да абласнога цэнтру. У іх няма розуму і здольнасцяў. Згодныя? Я не зусім, Зміцер, з табой згодныя, не ўсе такія, ўсё ж такі ёсць і тыя людзі, якія сталі трэнерамі, таму што дасягнулі гэтага сваім вопытам. Дарэчы, Зміцер, дзякуй за дачку. Меліціна запісала выдатнае відэо. І перадавай як бацька, што чакаем Меліціну ў студыі Еўрарадыё.
Колькі вас шэрагі растуць у свабодным аб'яднанні спартоўцаў? Да, сейчас нас ежедневно становится все больше и больше спортсменов присоединяется. Мы, в принципе, за это и боремся, за то, чтобы не боялись спортсмены, потому что они являются для народа авторитетом. Как уже многие говорят, и было сказано, что ведь они за нас болели, народ за нас болел, и сейчас они нас поддерживали на наших стартах, соревнованиях, и сейчас мы должны их поддержать. То есть мы должны выйти и поддержать народ, который вот сейчас борется на этих улицах. Сейчас идет действительно какие-то такие соревнования, и вот сейчас мы должны выйти и поддержать и стать плечом к плечу с этим вот народом простым. Я не беру спортсменов. И действительно, мы когда выходим, народ у них сразу загораются глаза. Они понимают, что они на правильном пути, они понимают, что раз спортсмены вышли поддерживать, значит, все получится, все получается, мы поступаем правильно, и у них больше сил становится. Это видно, они благодарят нас за то, что мы это делаем. Не боимся, как я уже сказала, все потерять, все оставить, оставьте себе. То есть мы настоящие люди. То есть спортсмены стали такого высокого уровня, высокого класса благодаря тому, что они настоящие люди, и у настоящих людей все получится. Даже если у них сейчас все отбирают, все будет даже лучше. Yellow Mastic, ці как вас там правильно, але добрые словы говорят. Дзяўчаты руляць, мужики дзе? Ну, скажу я вам, і мужики таксама ёсць. Вось адзін схаваўся под камерай, Константин Яковлев, тренер клуба «Витязь». Константин быў не так даўно у нас у гасцях, не далі як на мінулым тыдні. Адзін з ініцыятараў стварэння свабоднага вот этого аб'яднання спартсменаў. І таксама гэта яму аукнулася, але больш падрабязна мы пра іншым разам пра гэта пагаворым, так што ўсё наперадзе. Ірына Асема, вы лепшая сапраўдная беларусачка наша, не страшна з'ехаць, абяцайце вярнуцца, ўсё зменіцца. Але тым не менш, вось зараз у меня было такое адчуванне, што вам вельмі больно было казаць эту фразу про тое, што будучага у мяне пакуль што у маім спорце ў гэтай краіне няма. Да, конечно, я уже сказала, что я хотела выступать за Беларусь всегда. То есть как в плавании, как и вот я занималась еще пятиборьем, я в триатлоне, я всегда хотела за Беларусь. То есть именно за нее, именно показывать, что у нас тоже есть, чтобы не путали там с Россией какой-то. Я хотела выносить вот эту вот страну на международную арену и показывать, что есть такая страна, в ней есть достойные люди, достойные спортсмены. И мне это даже нравилось, что вот Беларусь там мало кто знал. Мне хотелось вот выходить в форме, которая у нас там обозначена нашим там вот флагом. Я хотела это делать. Вот как-то вот до глубины души мне это нравилось. Вот, и хотелось. И мне больно действительно об этом говорить, что, возможно, на данный момент поступит предложение, я не буду больше выступать за Беларусь. Да, действительно больно, но опять-таки я все равно буду искать возможности, то есть как-то возвращаться. И я не отказываюсь от этой страны, я люблю ее, конечно, у меня тут все. То есть мне тяжело даже сейчас говорить об этом, потому что переполняют эмоции, чувства. Сложно что-то объяснить, сложно мне сейчас подобрать слова, характеризующие то, что я сейчас испытываю. Віталій Дашкевич, Валя, ты герой Беларусі. Наталья Дамясюк, ганарымся табой. Вячеслав Федзукевич, самае галоўнае сумленне. Алена Сеп, удачы, спадзяюся, не выжывуць з краіны. Нам патрэбны такія сумленныя і смелыя людзі. Кирилл Нова, восхищаюсь вами, спасибо. Ну и так далей, и так далей. И на заканчэнне, я бачу аж слёзы у вас, Валентина. Выбачайце, што давёў вас до такого стану, а у вас зараз ёсць магчымасць звярнуцца да тых людзей, якія, можа быць, прымаюць нейкія рашэнні. Ваших пару словаў да іх. Да, я понимаю, что не каждый готов, не каждый способен, вот как я, там резко
как бы так принять какое-то решение, не побояться, рискнуть. Но я призываю все-таки не бояться. Я знаю, что это страшно, я знаю, что многое теряется. Это огромнейший стресс, это выход из зоны комфорта. Мы работали над этим, то есть я жила, я действительно не знала, что в один прекрасный день я все потеряю, мне придется быть, существовать и приспосабливаться к новым реалиям. И, конечно же, это страшно. Но я понимаю, отдаю отчет, что все это сейчас временно, все эмоции, переживания, они временные. За каждым таким поворотом нас всегда ожидает что-то большее, светлое, лучшее, потому что только через такие ситуации мы становимся выше на ступень. Поэтому я бы сейчас всех обняла и сказала, что я с вами, мы с вами, то есть спортсмены с народом. И, пожалуйста, не бойтесь, не помогите нам всем, давайте объединяться, у нас все получится, мы верим, и верьте вы. Дзякуй вялікі. Валентина Зеленкевич, выдатнейшая спортсменка. І я спадзяюся, што краіна ўсё ж таки будзе ганарыцца і будзе тут прыме героя, а не так, што героі толькі некалі потым. Дзякуй, вы гераіня, Валентина. Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. І прабачце, што давёў вас да слёз. Это слёзы радости.